Значит, фамилия моя Вольф, школа гимназия номер 3, город Тарас. Мы пилотная школа. Я хочу сказать, что я присоединяюсь вот к коллеге. Мы тоже также делали и самооценку, и собирали родительские конференции, и тоже, значит, определяли план работы своей дальнейшей. Но у меня сразу, я хочу сказать, что в 2008 году у меня в школе был большой пожар, сгорел сторож. И это было самой основной моей причиной, да. Просто находка была по моей беде, была находка, вот, проект «Биом». И у нас страдала пожарная безопасность, то есть пожарной безопасности практически в школе никакой не было. Микрофон. Значит, я повторюсь немножко, да, значит, в 2008 году в школе произошел большой пожар, погиб сторож, сгорел заживо. Мужчине было 58 лет. Пожарной безопасности в школе практически не было, кроме 2 огнетушителей. Но когда я приняла эту школу, и в этот момент я приняла эту школу, значит, и самостоятельно я не могла организовать, выполнить все требования, которые были по предписанию по пожарной части. Мы что-то делали, мы приобрели какие-то там огнетушители, мы там резервуар водный, водяной резервуар, значит, начали делать и так далее. Но вот я еще раз хочу сказать, что проект «Биом» это просто находка для меня. Евросоюза, пожалуйста, говорю, Евросоюза, да. Значит, когда была конференция, то первым вопросом, да, был, все родители подняли вопрос, что они очень обеспокоены за своих детей во время пребывания в школе именно по пожарной безопасности. Школа, знаете, вся деревянная. Школе 63 года. Моя школа родилась в 1956 году, 63 года, и не было ни разу капитального ремонта. В нашей школе окна стоят с выпуска школы, с открытия школы, двери, полы и так далее. У меня даже парты есть, которые еще в 1956 году поставились в классы. У меня даже такие парты есть. Но, значит, родители подняли вопрос о пожарной безопасности. Сразу было решено и намечено, что мы начнем с пожарной безопасности. По предписанию мне нужно было 3 пожарных щита, 25 огнетушителей, значит, противопожарная система, сигнализация системы. Ну, значит, можно по слайду, я сейчас немножко буду рассказывать. Значит, кабинет, с помощью «Биома» мы оформили кабинет медицинский. Кабинет тоже очень маленький был и тоже не оборудован. В этот кабинет поставили умывальник, вот бактерицидные лампы, там прививочный стол, вот ростметр, электронный ростметр и весы были электронные. Вот про бактерицидные лампы я хотела бы сказать. Дорогие мои коллеги, я хочу сказать, что из мониторинга мы сделали вывод, что каждый год у меня в школе болели дети гепатитом. От 7 до 9 случаев каждый год. В этом году, получив бактерицидные лампы, мы, вот они, да, 3 лампы мы получили, мы каждую субботу обрабатывали кабинеты. В субботу школа не учится, медсестра с этими бактерицидными лампами после уборки техничек обрабатывает их, там и выставляет их на определенное время, и все кабинеты прошли. Результат налицо. 0 гепатита. 0. Ни одного случая. Это, конечно, это большой, огромный плюс. Я хочу сказать, что это работает, и это очень хороший момент. Очень хороший. Дальше. Ну, ростметр здесь, вот это наш кабинетик. Дальше. Столовая. До этого у нас не было горячего питания. В этом году мы получили горячее питание. Может быть, это тоже важная часть. И, значит, вот наши раковины. Детей приучаем мыть руки. У нас полотенца, у нас не сушилки, у нас полотенца бумажные. Мы моем руки, вытираем полотенцами. Но очень строго следим за это. И обратите внимание, вот, Миша, назад, если можно, там вот эту вот пищевая безопасность мы получили тоже от проекта, где указаны все наименования вот вредных веществ Е312, Е111 и так далее. Раньше мои дети все бегали с пакетиками, кириешками, там всякими, сухой сок у них и так далее. Когда они вот это сидят, кушают и читают, прочитали, ознакомились с этой таблицей, теперь они смотрят на свои кириешки. Оказывается, здесь Е есть, и он вызывает рак желудка или там умрешь, все, конец тебе, умрешь, не ешь кириешки. Я стала обращать внимание, что у нас мало стали дети покупать кириешки, различные там вот эти вот с пищевыми добавками запрещенными, с печенья и так далее.
Это тоже свою роль сыграло на, значит, заболеваемость. Дальше пойдемте. Ну, тут столовая у нас стала. Вот они, мои огнетушители, значит, пожарная безопасность. 2 должны быть на улице, и 1 такой вот должен быть в школе. Мы их установили. До этого, дорогие коллеги, я нигде не могла. В Таласе они не продавались. Никто их сам не делал. Я нигде не могла их найти. И вот благодаря проекту, значит, у нас теперь оборудовано все. Пожарники, значит, как говорится, пожарный госнадзор от нас отстал. А буквально 2 года назад школу в августе принимают, да, как у вас у всех принимают школу, санэпидстанция, пожарная безопасность. А числа 10 сентября приходят и выписывают штраф. Я спрашиваю, а что вы вот 20 дней назад школу не приняли, вы сказали, все, учиться нельзя, ведь школа закрывается, она не готова. А вы приняли ее, а теперь через 10 дней приходите и выписываете мне штраф, так как у нас нет противопожарных щитов, у нас там нет, значит, огнетушителей и так далее. Ну, теперь, значит, этот вопрос отпал благодаря вот проекту. И мы установили еще и пожарную безопасность с оповещением на телефон завхозу, сторожам и директору. Теперь у нас этот вопрос отпал. То есть мы теперь спокойны за пожарную безопасность. Ну, также мы получили через биом озеленение школы. Я сама никогда не знала, что очень хорошо дает обмен кислорода герань наша обыкновенная, да, бабушкины цветы, что это очень хорошо. И в школах мы сейчас, в школе мы, значит, сделали упор на то, чтобы вот герань посадить там, и все вот эти вот цветы, которые меняют нам, дают нам хороший кислородный обмен. И это действует, это тоже работает и так далее. Ну, креативная доска у нас также, значит, есть, и вот пуфики, фойе стоят, где детки могут присесть. Вот наша креативная доска, кто-то там объявления вешает, кто-то разрисовывает, в полной мере используется. Также пуфики, там дети с удовольствием сидят, в очередь стоят на перемене. Ты уже сидел, вставай, теперь я хочу. В школе 1200 человек. 1200 человек. Поэтому 12 пуфиков нам маловато. Нам бы в класс по штук 40. Ну вот вы видите, да, обратите внимание, там они пишут что-то еще, где-то потом это убирается информация, другая информация клеится, что-то просто от руки пишется. Это вот просто вот последнее, вчера буквально. А также через проект Биом мы создали кабинет экологии и биологии. Ну, я уже вам обратила внимание, что окна были старые, не закрывались, было прохладно, нам заменили окна, родители подключились, значит, потолок сделали. Через проект Биом мы получили 2 интерактивные доски, 2 ноутбука, 3 проектора, ну, которые мы используем на уроках. Дети с удовольствием идут на уроки, с удовольствием работают. Вот она, интерактивная доска, это кабинет вот биологии и экологии мы сделали. Вот режим проветривания, наши цветы, хотя вот нам сделали замечание, что цветы не должны стоять на окнах, чтобы легко их было открывать, чтобы не было препятствий. Но и мы и на шкафы поставили, и у нас столько много цветов развелось, что мы все равно решили их оставить хоть посерединке, ну, на окнах. Режим проветривания, конечно, это важно. Вот здесь вот сказали, что, значит, школы все обклеивали. Ну, вы все знаете, что был приказ, что утепление окон, да, всех заклеить. И действительно мы заклеивали, еще клеенкой забьем, чтобы ничего не проходило. А теперь, конечно, не так. Но это еще от того, что, уважаемые коллеги, в классе 47 учеников, а класс 45 квадратных метров. Ну вот кабинет биологии можно увидеть. И освещение мы там поменяли, освещение было более слабое. Когда мы замерили, тоже освещение не подходило, пришлось менять освещение. Теперь класс светлый, с проветриванием, дети с удовольствием там занимаются, все хорошо. В моей школе 1200 учеников. Мощность школы 420 посадочных мест. То есть она в 3 раза перегружена. Школа работает в 3 смены. Даже в актовом зале у меня учится 10 класс. Нет у меня ни одного класса, где меньше 40 человек. 40, 44, 47. В первых классах по 47. Из, значит, проекта Биом я узнала,
что на одного ребенка по санитарным нормам приходится от 2 до 2,5 квадратных метров. 6 лет я писала в местные органы самоуправления, что нам нужно расширяться, что школа работает 3 смены, это невозможно, это нарушают санитарные нормы, это нет режима проветривания, дети страдают, учителям невозможно, нет, очень тяжело организовать учебный процесс. Наконец, значит, выделились деньги на постройку нового учебного корпуса в сумме 6 миллионов. И когда мне принесли, уважаемые коллеги, значит, смету, то я увидела, что они хотят нам достроить 3 класса по 35 квадратных метров. Я, конечно, возмутилась и сказала, как 35? Это даже на деление не хватит. 44 человека в классе. Я делю на группы, например, на немецкий, у меня немецкий язык, да, или там на кыргызский. И то это будет 22 человека, 22 умножаю на 2, это получается 44 квадрата, а вы предлагаете по 35 квадратных метров. Это не подходит никаким санитарным нормам. Я отыскала эту книжку по санитарным нормам, Санпин, взяла ее и пошла в мэрию. Сказала, не пойдет. Все, закрывается проект, не пойдет. Нельзя так работать, потому что есть специальные санитарные нормы. Да, вот как раз и я ее взяла. Есть санитарные нормы, и вы нарушаете санитарные нормы, так не пойдет. Это дети, и я против этого проекта. Конечно, потом было экстренное собрание у нас в мэрии проведено, где увидели, что действительно нарушаются нормы, и пересмотрели бюджет, пересмотрели смету, пересмотрели, значит, наше помещение и построили мне, дальше можно, и построили мне 3 кабинета, значит, 1 кабинет 90 квадратных метров и 2 кабинета по 80 квадратов. Сейчас этот заканчивается уже, вот, заканчиваются работы уже, последние штрихи остаются там, осталась противопожарная сигнализация, и мы уже будем проводить акт приемки. Кабинет. Да, отдельно построили, отдельно. К школе там невозможно было построить, да, к школе невозможно было построить. У нас вот отдельно вот такой вот построили, дальше можно немножко еще, построили, не дали. Что, все, конец? Ну все, хорошо. Видите, как хорошо.